Мы с вами находимся в гастрономической столице нашей страны, в городе Москва. В этом городе случайные рестораторы не выживают. Город поделен на крупные холдинги, которые возглавляют в основном мужчины, такие как Борис Зарьков, Пинский, Васильчуки, Аркадий Новиков. И среди этих мужчин есть единственная девушка-ресторатор, у которой многоконцептуальный портфель – владелец ресторана «Паста Квин». Познакомьтесь, Евгения Качалова. Евгения, пожалуйста, Да. расскажи, поделись, какие проекты у вас в Москве? Да, на данный момент у нас ресторанная группа Bazaar Family. В Bazaar Family входит несколько проектов. Винный базар, у нас их 3 штуки. Вот тот, где мы, собственно, с тобой сидим, это Паста Квин. Также у нас еще кочевники, это про мясо, игристые, про игристые вина. Танцы, это танцевальный винный бар. Также это Кроста, это пиццерия. И еще у нас есть отдельно, это уже мой такой бар, это Винфак. Он Про вино. Да, он про вино, он такой больше мой с партнерами, он не входит в компанию Bazaar Family. Ну, в общем, все вместе 9 проектов получается. 9 проектов, Да. да? Как вообще выживаете в таком городе, где иногда аренда достигает там за 100 квадратов 4 миллиона, я Да. слышала? Как вообще Бывает. можно выжить? Не, ну подожди, это все очень много. Это как бы такое, это редкость. Ну, наверное, бывает все. Но тут очень важно как раз-таки сочетание финансовой модели, при которой ты понимаешь, что там, мы же понимаем, что не важно, какая ставка, важно, какая у тебя проходимость, и важно, сколько ты зарабатываешь в итоге. Поэтому очень важно подобрать грамотную концепцию, финансовую модель, локацию, опять же, туда же. Если все эти пазлы сходятся, получается успешная модель, и, собственно, ты можешь зарабатывать деньги. Но вообще, ресторанный бизнес, конечно, давай так, становится менее прибыльным, к сожалению. Да, Это, да. наверное, такая повсеместная тенденция, не только в Москве. К сожалению, зарабатывать становится сложнее, и, к сожалению, мы меньше зарабатываем. Да. А это за счет того, что у нас конкуренция растет, или про что это сейчас, вот ощущение? Ты знаешь, я думаю, что это все вместе. Это и действительно большая популярность самой сферы, огромное количество новых рестораторов открывают проекты. Спасибо большое. Также и такие, можно сказать, мастодонты тоже открывают. И открытие каждый день просто, когда открываешь каналы новостные, каждый день что-то кто-то открывает. Это первый момент. Второй момент – это то, что все издержки становятся гораздо выше. Это и зарплаты, и аренды, и налоги. В общем, все растет, а гостей больше не становится. Да. Это так. Что будем делать? Будем создавать новые прекрасные концепции. В любом случае все равно будут проекты, в которых будет биток. Все равно будет голосовать гость. Значит, надо быть просто лучшим, значит, надо придумывать те концепции, которые будут заходить рынку. То есть делать ребрендинги, да? То есть Делать ребрендинги, создавать новые концепции, двигаться вперед и действительно давать рынку что-то, чего еще нет. Я, наверное, даже больше сейчас говорю про новые концепции. Но старые концепции тоже будут жить. Поэтому, да, делать вовремя ребрендинг – это тоже очень важная история. Да. То есть даже несмотря на то, что мы сейчас уже меньше зарабатываем, да, про остановиться и ничего не делать нету вариантов. Или вообще это про что? Вот почему мы, рестораторы, все время открываем? Это такой интересный факт. Это про что нам? Мы же понимаем, что это такой сложный бизнес, но мы все равно все время на развитие, да, то есть окупаемость проектов становится уже сложнее, дольше, но мы все время открываемся. Это про что это? Я думаю, что это про фанатизм. Я думаю, что рестораторами становятся действительно фанатики своего дела. И это не вопрос денег. Это вопрос того, что тебе просто очень нравится то, что ты делаешь. Поэтому ты не можешь остановиться, ты понимаешь все, но ты начинаешь открывать, потому что остановиться ты уже не можешь. И я, честно говоря, давно уже увидела такую тенденцию, когда предприниматели не из ресторанной индустрии идут открывать рестораны, они редко, очень редко бывают успешными. А вот рестораторы, предприниматели, для которых это основной вид заработка, вот они умеют на этом зарабатывать, и умеют развиваться, и умеют новые проекты развивать. Ну, собственно, это вот призвание. Призвание, да. А сейчас расскажи, пожалуйста, про тот проект, где мы сейчас находимся.
Да, ты знаешь, это как раз вот к вопросу о неутомимости попыток. Да, вот это уже третья концепция на этом месте. Первая концепция, где мы с тобой встречались, это были французы. Да. Она не пошла. Потом мы сделали здесь винный базар, тоже не пошло. И потом вот буквально месяц назад мы открыли здесь проект Pasta Queen, и вот этот проект зашел. Вот этот проект прям у нас очень популярный, здесь огромное количество людей. Мы придумали такой проект, в котором ты можешь получить классическую пасту, но мы перевернули сами подачи, цвета, то есть мы дали классическую пасту в неклассическом ее варианте. И людям это зашло. То есть иногда в одну локацию могут разные проекты заходить и не заходить. 100%, да, конечно. То есть давай так, очень частый вопрос, что важнее, локация или концепция? Я считаю, что локация – это часть концепции. Все от этого. И ты можешь ошибиться именно с локацией. Ты придумал супер крутой проект, он очень интересный, он заходит людям, но вот эта локация для него не работает. И все. Ага. Какие сейчас планы? На следующий год, может быть, есть уже интерес куда-то в другой рынок двинуться, да? Про что сейчас стратегия вашей ресторанной группы? Да, ну у нас сейчас концепция на масштабирование, мы хотим масштабировать наши концепции винный базар и танцы, это один вид направления. И второй вид направления – это параллельные продуктовые линейки. Вот сейчас мы, например, разрабатываем коллагеновую воду. И, собственно, это тоже вид новой деятельности для меня. Я вот, собственно, пробую. Это совсем новое получается, Мы пока еще не запустили, это только в формате разработки, да. А вот танцы, как она будет масштабироваться в виде франчайзинговых проектов или про что это сейчас? Какая история? Мы пока не хотим масштабироваться франчайзингом, потому что я уже пробовала, у меня не зашло, и я к франчайзингу отношусь холодно, скажем так, поэтому я хочу масштабироваться исключительно своими проектами. Своими, да? То есть это получается, это Москва, другие города или это другие могут быть вообще? Это могут быть и другие города, и Москва, и другие страны, то есть каких-то пока границ я у себя в голове не выстраиваю. Это классно, классно. И когда я как предприниматель там с региона хочу сказать, да, когда мы встречаемся, ну, то есть общаемся, встречаемся с теми, кто является для нас примером, да, и более одни и те же, да, но когда ты видишь, что люди не останавливаются, пробуют там разные там рынки, концепции, да, то есть признают, где это была ошибка, все заново запускается, ты понимаешь, что ты тоже такой же человек и хочется еще дальше двигаться. Да. Поэтому спасибо. Я думаю, что и нашим другим зрителям, предпринимателям, кто занимается бизнесом, всегда послушать коллег интересно. Да, безусловно. Ну, тут, безусловно, самое основное не останавливаться. То, что ты уже сказала, предприниматель, он это и предприниматель, он идет, возможно, падает, встает, дальше идет и открывает новые рынки, новые возможности. К каким-то ошибкам он относится исключительно как к опыту, как к развитию. Но это вот суть предпринимателя. Это по-другому просто невозможно. Если ты этого не чувствуешь, не ошибаешься, если ты так сильно боишься ошибки, что не готов даже ничего начинать, говорит только о том, что ты не предприниматель. А, конечно же, предпринимателями все не рождаются, поэтому и не надо туда идти. Если ты чувствуешь, что как раз есть вот эта история азарта, игры, отсутствие боязни риска, вот это те ключевые качества, которые тебе говорят: да, я предприниматель, да, я готов, иди в эту сферу. Вот когда мы первый раз познакомились, мы тогда приехали с моим будущим партнером, мы то есть только знакомились, притирались, и это уже была такая учебная такая поездка, да, мы здесь были, когда мы были французы. Сейчас комьюнити-бар «Китай-город» открылся в Якутске, он тогда сразу в том же году мы открыли, совместный такой, это был наш совместный проект. Я сейчас говорю, что я стала бабушкой, да, то есть тот проект, да, который мы тогда сделали, сейчас вот буквально 3 дня тому назад он открылся в Алмате, Казахстане, такой очень динамичный, прогрессивный бар. И я скажу, что одно из вдохновений того, что мы
закрыв глаза, прыгнули, это были и ваша история тоже имеет, да, поэтому... Это очень приятно. Это очень дорого. Я, кстати, занимаюсь также спикерской деятельностью, и ты знаешь, вот для меня твои слова самые основные, потому что если я для кого-то являюсь человеком, а мне так часто говорят, ко мне потом приходят и говорят, ты знаешь, там мы благодаря тебе бар открыли, мы благодаря тебе открыли это направление. Вот для меня это лучшее, что может быть, потому что я понимаю, что, окей, значит, я кого-то вдохновила на действие, и для меня это самое дорогое. Да, потому что мы же люди, вдохновляемся от людей, да, то есть для нас это всегда про посмотреть, как это, да, какой это человек, какие люди это делают, да, когда ты видишь, как живые и такие же открытия. И, кстати, в твоих проектах чувствуется вот этот женский почерк, да, и в коктейлях, да, и в танцах, да, и в винах, да, то есть здесь такая легкость, такая вкус жизни, да. Я хочу на выбор, чтобы вы выбрали сережки себе, да. Да. Вот какая? Слушайте, красиво нереально. Единственный есть нюанс, у меня уши не проколоты. Но ради такого дела можно и уж проколоть так-то, я думаю. Но я вот эти выберу, да. Да. Это такой с этнической стилистикой, да. Это наскальные рисунки. Ага. С пожеланиями, чтобы все Спасибо большое. В бизнесе, все прям. Мне очень приятно. Да, что в Якутске. Да, друзья, если вы будете в Москве, обязательно заходите за коктейльчиком проекты Жени Качаловой. Базар Family. Да, Базар Family. Ссылочки мы здесь напишем. Так что спасибо. Давай. Да.